Расскажите нам о системе подготовки. Какие наиболее важные средства должны быть в ней использованы? Пады, мешки, спарринги, кроссы, может психологическая подготовка или что-то другое? Ну, начнем так. Мешок и лапы чуть-чуть отличаются по своей именно цели, для чего они есть наработка. То есть на лапах можно какой-то тактический рисунок выработать. Мешок – это специальная выносливость, либо технические наработки какие-то, либо сила удара. Поэтому с процентное соотношение это надо смотреть, какие именно, во-первых, от этапа подготовки, во-вторых, какая сторона тактическая, либо техническая, либо физическая, либо выносливость страдает у боксера, чтобы подтянуть его. То есть изначально мы же разговариваем о спортсмене, который уже готовится к соревнованиям. Плюс я считаю, что не надо забывать у нас как-то потерянный шаг – это психологическая подготовка. И тренер тоже должен как бы чувствовать спортсмена, и индивидуальный подход, и субъективный к каждому спортсмену быть. То есть именно психологически. На кого-то надо накричать, дать подзатыльник, на кого-то надо уговорить, чтобы он начал боксировать. То есть и поставить, объяснить, для чего он делает. Там, для того, чтобы там, поступить в институт, что будет у тебя вот этот результат, у тебя будут, например, плюсы при поступлении в университет. Это психологический подход у нас, как бы, мы второстепенно так рассматриваем в российской подготовке, но он очень немаловажен. То есть я считаю, что его надо включить, и порой многие говорят, что 50% настроя – это 50% победы, то есть правильного настроя. Поэтому, а так 4 недели, так если образно говоря, ну возьмем 6 недель, да, это 2 первых, это физическая подготовка, это плюс это общая физическая подготовка, это, ну, возьмем туда бега, также включим 4-я, 3-я неделя, как учебные бои, спарринговая работа, плюс можно включать какие-то функциональная отработка на пэдах, отработка на мешках, и иногда можно включать спринтовую работу, такую как бега 5 по 3, даже это 4-я, 3-я и 2-я неделя. И последняя неделя, там дней 10, это выход из подготовки, то есть чтобы спортсмена вывести, чтобы он не было перетренировки, чтобы он был голодный до боя, голодный до нагрузок, чтобы он соскучился по спаррингам, но это уже ускорение, то есть это работа над тактическим рисунком боя, это пэды, это какие-то, возможно, игры, какая-то работа на реакцию, то есть вот так. Это просто очень так размытый, абстрактное такое. То есть это все время придумывать какой-то велосипед. Я могу вносить инновации какие-то в тренировочный процесс. Я люблю, и мне было благоприятно, когда я использую бассейн во время тренировок. То есть это вот, заплывы такие, как по километру, по 2. То есть ты плаваешь, у меня тело и отдыхает, с другой стороны это нагрузка на мышцы, которые не даст никакие другие физические упражнения. В то же время тренируется другая выносливость, которая тоже может пригодиться в бою. Я люблю использовать кемеровскую школу, то есть я такой представитель Прокопьевской школы, есть еще кемеровская, тоже немного разные подходы у нас.